Таджикистанцы с двойным гражданством не могут покинуть Россию. Процесс делимитации кыргызско-узбекской границы завершен. Мужчина, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране, сделал это по семейным причинам. В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для въезжающих. Случаев запрета на выезд из России для граждан Таджикистана, которые имеют также и российское гражданство, становится все больше. Причиной считается возможная мобилизация в феврале, к которой, по слухам, будут в основном привлекаться новые граждане Российской Федерации, а это жители Центральной Азии. Как стало известно, уже на протяжении недели выходцам из Центральной Азии, имеющим российское гражданство, не разрешают выезжать из страны. Их возвращают обратно на границе в аэропортах и вручают повестки в военкомат. Эту информацию информагентство «Азия Плюс» подтвердил таджикский правозащитник в России Каримджон Юров. По его словам, несколько дней назад к нему обратились трое соотечественников, которые не смогли выехать из России. Они имели двойное гражданство, и на границе в аэропорту им запретили выезд. Вместо этого им вручили повестки в военный комиссариат или договор на контрактную службу. Один из наших соотечественников в России, также который имеет двойное гражданство, сообщил информагентству «Азия Плюс» о том, что обнаружил информацию на сайте Госуслуг Российской Федерации, что выезд из страны для него запрещен. По его словам, причина запрета не указывается, но он думает, что это связано с мобилизацией, которая, по слухам, будет объявлена в феврале. О том, что президент Владимир Путин рассматривает возможность новой волны мобилизации, чтобы отправить в армию до 200 тысяч граждан, на днях в частности сообщила CNN со ссылкой на американских и западных чиновников, знакомых с данными разведки. Но пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 25 января в беседе с ТАСС заявил, что данная информация CNN недостоверна, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему. О проблемах с выездом для выходцев Центральной Азии сообщает также и радио «Зоди» со ссылкой на мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана, с которыми им удалось поговорить. На границе в аэропорту им сказали, что в связи с мобилизацией мужчинам призывного возраста запрещено выезжать из страны и что до 12 февраля они должны остаться в России. Процесс делимитации кыргызско-узбекской границы завершен. Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись ратификационными грамотами. По итогам переговоров главы государств подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает Централ Азия. Президент Садыр Жапаров в ходе официальной встречи с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым заявил о завершении процесса делимитации границы с Узбекистаном, назвав это событие историческим. По словам Жапарова, он убежден, поставив точку в пограничных вопросах, стороны заложили крепкий фундамент для прочного и уверенного развития и процветания будущих поколений. Особо примечательно, что такое знаменательное событие будет закреплено обменом ратификационными грамотами договора в рамках данного государственного визита. Мы также подпишем декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан и тем самым выведем наши отношения на беспрецедентный уровень сотрудничества, цитирует Садыра Жапарова, пресс-служба президента. Жапаров предложил узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву повысить статус межгосударственных отношений до союзнических. Об этом сообщает пресс-служба Жапарова. Мужчина, напавший сегодня утром на посольство Азербайджана в Тегеране, сделал это по семейным причинам. Он думал, что в здании диппредставительства находится его жена. Об этом, как пишут иранские СМИ, со ссылкой на правоохранительные органы, задержанный рассказал в ходе предварительного следствия. В апреле этого года моя жена отправилась в посольство Азербайджана в Тегеране и не вернулась домой. При моих неоднократных визитах в посольство я не получила от них никакого ответа и думала, что моя жена находится в посольстве Азербайджанской республики в Тегеране и не желает со мной встречаться. Сегодня утром я решил пойти в посольство с заранее приготовленным автоматом Калашникова, приводит издание «Аср Иран» слова задержанного. Ранее мужчина объяснил нападение личными семейными проблемами. В здание посольства он вошел вместе с двумя малолетними детьми. В результате инцидента один человек погиб, двое получили ранения. По факту нападения инициировано расследование. В Кремле относятся к ужесточению миграционных норм в Казахстане с пониманием.
Таким образом, отмену визарана для иностранцев оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В данном случае здесь важно понимать, что там действует везде механизм по получению вида на жительство. То есть, таким образом все равно сохраняется возможность для жителей стран, тем более тех стран, которые входят в ЕАЭС, осуществлять свободное перемещение и свободно выбирать ту страну, где жить и работать. Понятно, что там сейчас образовалось достаточно много людей, которые там находились, находятся транзитом или выбрали какую-то другую из перечисленных стран как место проживания и работы. И тоже понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан. Для этого просто надо оформлять вид на жительство, сказал Песков. Он отметил, что, безусловно, власти Российской Федерации находятся в контакте. Очень важно, чтобы все законные права наших граждан соблюдались и контакты с нашими партнерами. Мы, конечно, будем об этом говорить, добавил Песков.